Вы летописцы нашей сегодняшней культурной жизни. В первом подъезде у нас будет музей Кремля, Казанского Кремля. То есть он будет рассказывать вообще, когда мы обсуждали, было две концепции. Одна концепция это была полуобъектная, то есть когда про каждый объект, Спасская башня или там, поможем, башня или там, мечеть Кул-Шариф или Благовещенский собор, что вот о нем, презентовать о нем. Каждое помещение будет рассказывать, каждая часть экспозиции, страница, она будет рассказывать об этом. Еще одна концепция была про то, что Кремль на протяжении всего своего существования, он нес какие-то смыслы. Ну, есть вот фортификационная миссия, да? То есть это всегда было оборонительное сооружение. Но в конечном итоге концепция, она больше миксовая. Наверное, было бы легче вообще обо всем молчать, ну и продолжать. Но эта проблема даже не десятилетней давности. Сейчас мы анализируем, что необходимо для того, чтобы в переданном нам здании на Декабристов 4 сделать полноценное фондохранилище. Поскольку есть все равно требования к организации хранения. Это и температурно-влажностный режим, это и концепция стеллажей, это и обеспечение системы пожаротушения и многие другие нюансы. Культура, она должна строиться на консенсусе. То есть невозможно вот насильно выключить одну из сторон. Надо постараться услышать своего оппонента и постараться найти решение. У нас еще есть куда стремиться, и все-таки есть рейтинги фестивалей. Да, мы сегодня входим в федеральный рейтинг, федеральный список фестивалей в сфере кино. Но есть рейтинги фестивалей, это фестивали группы там, А, группы Б. До этого мы еще уровня не дошли. И вот когда у нас будет действительно такое топовое имя, то тогда и концепция фестиваля будет совсем другой. Для меня очень важно, чтобы в обществе была дискуссия о культуре, дискуссия о главном, дискуссия. Вы знаете, мне кажется, у культуры не должно быть страусиной позиции. Невозможно просто отгородиться от всего и сказать, мы будем рассказывать только о сказках, о том, что как это. Но есть целое направление. Сказка — это целое направление, это хорошая история. Но давайте Кафку отменим всего. Правда? Зачем? Потому что тяжело читать. Или, я не знаю, или Толстого всего. У него есть произведение, Анна Каренина, она тоже далека, скажем так, да, от такой системы традиционных духовных нравственных ценностей. Искусство, оно вскрывает проблемы общества. Наш казанский зообудсад. Смысл в том, что вот в этой оранжерее растет пальма, которая 180 лет. Да? Вот эта пальма, она является сама, она ценность, она является по своей природе объектом наследия. Но здание вокруг этой пальмы, оно тоже объект наследия. Хотя вы, если посмотрите на него, я высказала свою позицию, без слез не взглянете. С Комитетом объекта культурного наследия есть понимание, и у ГОР, и из ТГП есть понимание. Сейчас идет поиск решения, как сделать таким образом, чтобы вот каркас вот этого, да, или как саркофаг, я не знаю, как правильно назвать, или атриум, или еще что-то, ну вот это вот, короче говоря, коробочка, которая сохранит эту оранжерею, чтобы она не повлияла на существующую экосистему. Это действительно задача не из легких. И работа ведется. Эстрада ушла от галимого плюса, и сегодня практически большая часть эстрадных исполнителей, они стараются все-таки петь вживую. Если вы идете по дороге, вы увидели большую лужу, кто-то в этой луже видит только грязь и там, плохую работу коммунальных служб, а кто-то может увидеть отражение звезд. Вот я за то, чтобы мы чаще с вами фокусировали свое внимание на позитиве. Жизнь одна, и если мы только будем ее окрашивать в черный тон, она так и пройдет очень черный, грязный и неинтересный. Зона Ахмед, связанная с Спасибо всем огромное.